У тебя, случайно, в общежитии на стене плакат Арнольда Шварценеггера не висит? Нет. Имя Марины Рассадиной стало известно для широкого круга только этим летом, когда 16-летняя девочка впервые в истории Якутии выиграла первенство Европы среди кадетов. Все спрашивают, почему ты борешься. Не знаю почему, но мне уже он нравится. Если я не тренируюсь, мне уже не хватает тренировки. Мне уже скучно ничего что делать такая. И хочешь на тренировку. Эта борьба уже как бы мое все, как будто. Больше года назад воспитанница республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы Усть-Алданского улуса перешла в училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, который стал для нее вторым домом. Марина живет в общежитии, учится с другими ребятами по адаптированной школьной программе и все свое свободное время посвящает тренировкам в зале борьбы. У Марины нет пока партнера, подходящего ей по весовой категории, поэтому она тренируется с теми, кто гораздо тяжелее ее. Тустутугар энергетирген, бедный тохтах, физикалах. Как девушка, она общительная и, как сказать, подающие большие надежды у нас. У нее спортивные результаты по нарастающей идут, но по отборочным соревнованиям пробились на первенство Европы и доказала, что она лучшая в своем весе. Выиграла первенство Европы. В училище довольно строгие правила к воспитанникам. С 7 утра подъем, прогулка, учеба, тренировки и так до 7 вечера. В общежитии Марина живет с другими спортсменами по вольной борьбе, которые также являются победителями многих республиканских и всероссийских соревнований. На туалетном столике красуются их награды за первенство республики по вольной борьбе и специальный приз Марины за лучшую технику на республиканском турнире. В общежитии я уже второй год живу. В прошлом году уже начали тренироваться, там жить, учиться. Там кормят, все уже есть, все готово. Учишься там, одно здание, все. Никуда не выходишь, ничего не делаешь, нормально все. А нет какого-то чувства, что ты как в закрытом пространстве? Иногда есть такое, но если с друзьями, то веселее там. Там в киоск выходим, еду покупаем, гуляем, прогулку делаем. Человек же должен свежим воздухом подышать перед сном, вот так вот. И утром тоже у нас прогулка бывает, но я не выхожу, мне лень. Я как-то не думала, что она в 10 классе учится. Я думала, там 8, 9. Когда я его просто видела, потом, когда уже представились, я такая, такая думала. Какая она маленькая, думала. И мы такие большие сидим, такие. С Мариной мы познакомились год назад, когда она пришла в наш класс. Мое первое впечатление было, что она маленького роста. Я сперва подумал, что она перепутала там класс, но оказалось, что она с нами учится. Марина открытый и веселый человек. За год общения можно сказать, что она жизнерадостная, веселая. Марина Рассадина поступила у нас в 2015 году в 10 класс из Усть-Алданского улуса, село Барагонцы. Сразу вошла в коллектив, со всеми ребятами подружилась, нашла общий язык. Она у нас веселая, хоть маленькая, но активная, да. Любимый предмет у нее якутский язык и физика, она много читает. Двойки нету, она все успевает и по спорту, и по учебе, да. Самостоятельно много занимается.
Выходные у будущих победителей Олимпиад бывают по субботам и воскресеньям после дневной тренировки. В этот день Марина с друзьями по училищу успевает ненадолго выбраться в город, чтобы сходить в кино или пообедать в кафе. В проспекте сидим, покушаем там, опять обсудим про что-нибудь. Впечатление сегодняшнее, например. А про спорт вообще не разговариваете, да? Ну, про спорт там можно, там единоборство там по телевизору, если посмотрели. Борьбу там, UFC, бокс. Ну, бокс не обсуждаем, конечно. Почему? Мне интересно. Я познакомилась с ними, когда я приехала в училище Олимпийского резерва, 10 класс. Ну, мы там и познакомились с ними, вот, общались. Ну и так до сих пор дружим. Ну и так они меня поддерживают каждый раз. Ну, я их тоже поддерживаю. Она добрый, отзывчивый, всегда поможет, там поймет. Ну и развеселит, конечно, своими приколами. Со своим фирменным индинда. А вот все твои друзья, вот, которые с тобой сегодня пришли, они тоже борцы, да, или кто? Ну, здесь, ну, тут одна девочка из лука, стрельба из лука, одна плавание и один боксер и все борцы. Стрельба из лука у них, я думаю, что у них тренировка легче, чем у нас. Они просто стоят вот так, делают и все. Ну, мы в одном зале пока тренируемся с ними. Ну и мы завидуем, что они там стоят просто так, стреляют и все. А мы уже там пашем, все, двигаемся и устаем быстро. Онлайн посмотреть борьбу все равно мне не получается, но все равно узнаю информацию, что она выиграла, что я уже радуюсь. Как-то даже не так по-дружески, а то, что из республики Саха-Якутия победила, там, знаете, вот. Гордость берет. Ну, с украинкой мы вообще там, короче, сложная схватка была. Ну, мы там кувыркали, всякое такое, вообще сложно было. Ну и 8-5, что ли, или как я выиграла ее. Но чуть-чуть не проиграла, она меня чуть-чуть на бедро не бросила, и я продержалась 9 секунд. И продержалась, и победила ее. И все. Ну, а на финале я с Викторией Александровой вышла, Викой Александровой, с чувашкой. Но я уже настроилась, как бы, чтобы выиграть Европу как-нибудь. Хотя, ну, и тренер сказал, настраивайся хорошо, надо выиграть. Что он мне сказал, я все запомнила. И я вышла на ковер, хорошо поборолась. Но я с чувашкой первый круг 1-0 проигрывала. Но я потом и второй период тренер сказал, все, ну, я подумала, что все будет хорошо, я ее все равно выиграю. Ну и выиграла. Я знала, что я выиграла. Ну и все. И я знала, что золотая медаль будет у меня, я привезу ее в Якутию. И я ее привезла. Обрадовалась? Да. Марина сама по себе девушка стремительная, серьезная, достижение цели выкладывается до конца. Если она среди взрослых перейдет и наберет еще массу на 57, может претендовать на участие в Олимпиаде. Так что все у нее впереди. Вольная борьба – это мужской вид спорта. Но Марина сделала свой выбор, и она всегда добивается своих целей. И за это я ее уважаю. В будущем это уже посмотрим. Ну, до Олимпиады я постараюсь дальше бороться. Ну, после Олимпиады посмотрим уже. Олимпиада ты хочешь, то есть ты мечтаешь участвовать? Да. А почему? Какую цель ставишь? Ну, чтобы стать олимпийской чемпионкой. А как ты думаешь, у тебя получится? Ну, если хорошо тренироваться, добиваться до всех успехов, все. Ну, можно добиться.